Осознав о многосторонних полезных свойствах кедра, что это дерево воздух очищает и насыщает живительным вкусом, дает полезные масла кедровые, из хвои делают эфирные масла, и еще много хорошего почувствовать можно, узнав о нем, о значимости его в нашей жизни. Захотелось пожелать материализации прекрасной мечты и ярко-светлого образа о городе счастливейших людей, сотворенной Анастасией и написанной Владимиром Мегре. Пусть каждый житель города Большого достанет из смолистой шишки кедра орешек маленький, во рту своем, в слюне своей его подержит, посадит в доме землю в маленький горшочек и будет поливать землю каждый день. Перед поливом воду пальцы рук опустит. В беззлобном состоянии быть должно. И пусть себе, а главное своим потомкам, детям, добра осознанности Бога пожелает. Так каждый день, когда взойдет росточек, с ним можно мысленно беседовать о сокровенном. В день летний и не морозный, ночью горшочек с маленьким росточком на улице среди других растений нужно ставить. Пусть он со звездами, луною, солнышком вообще не вступает, познает дождик, ветерок и дух травинок, растущих рядом, и в дом вернется снова к своим друзьям, родителям своим. Так делать можно много раз, когда желание есть и время. В века росточек прорастает, ведь больше 5000 лет кедр проживает, потомство даст, и новым кедрам о душе взрастивших их расскажет. Когда он в доме вырастет на 30 сантиметров, весною ранней в землю можно посадить росточек. Пусть власти города всем тем, кто землю не имеет, хоть 1 квадратной земли для росточка отведут. И с краю города, на берегу реки, и вдоль дорог, среди домов, и в центре многолюдных площадей посажены росточки будут. Пусть люди каждый свой росточек берегут, и пусть друг другу помогают. Со всей земли веками в этот город будут ехать люди, чтоб посмотреть, к святыням прикоснуться, с людьми его, с счастливыми обмолвиться хоть словом. Росточки эти будут непростые, звенящим кедром уподобятся они. Согретые теплом людских сердец, с душой соприкоснулись человечей, они вселенной лучшие лучи в себя берут, и людям отдавать их станут. И на века и люди, и земля в том месте воссияют, и новая осознанность придет, открытие вселенского масштаба от тех людей по всей земле пойдут. Святое место, что это такое, знаешь? Поверь, Владимир, ты в городе, тебе родном его познаешь. Пространство любви, 3 книга, страница 198. Владимир Мегре. И станет наш город единым прекрасным садом для живущих в нем счастливейших людей-творцов. И кто же из них захочет, чтоб в саду родном что-то неприятное случилось? Люди будут с любовью оберегать росточки свои, а значит и весь город. Таким образом появится у городского жителя возможность общаться с выделенным для него одним
квадратным метрам земли и своим кедрам. Вот это живое родительское, городское наследие, ценнейшее на века. Это памятник живой, картина шедевральная, живая. И это мощнейшее место силы светлейших энергий. Этот городской кедр могущественный. Мир и покой, радость да веселье и любовь будет всегда в нашем городе родном, в городе, огороженном чистыми помыслами, добрыми чувствами людскими на века. Город, когда считаешь сзади, получается дорог. Город наш нам дорог. Светлой жизни всем желаем, счастливой жизни и радости на века.